Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас в гостях владелица сети магазинов Каусар, которая занимается продажей биологически активных добавок и товаров для здоровья в Бишкеке. Мы поговорим о том, как правильно выбрать БАДы, на что обращать в первую очередь внимание при покупке и как здоровье может поддерживаться с помощью качественных добавок. Сегодня у нас в гостях Айнура Исакунова. Добро пожаловать! Спасибо вам большое! И действительно, вот здоровье – это самое главное. Вот в первую очередь, на что всегда каждый из нас, да, должен обратить внимание, да. Вот как вы считаете, вот вы расскажите, пожалуйста, вообще вот в целом, да, что такое БАДы? И вообще, вот как появилась идея у вас создать, да, вот магазин Каусар, и чем бы вы хотели выделяться среди других БАДов? Вот расскажите, вот что такое вообще БАДы? БАДы, как уже мы сказали, это биологически активные добавки к пище. То есть из БАДов мы получаем то, что мы не можем получить из повседневной еды, так скажем, да, потому что не вся еда у нас сейчас наполнена витаминами и минералами, тем, что необходимо организму, особенно, как бы это банально ни звучало, все-таки сейчас время достаточно сложное, экология непростая, вот, и при том, что люди сейчас, особенно молодежь, они любят всевозможный фастфуд. Ну, откуда в фастфуде какие-либо витамины, да, полезные элементы. Ну и вот в данном случае мы приходим на помощь, потому что мы предлагаем разного вида витамины, вот, натуральные средства, которые могут служить профилактикой для организма. И, соответственно, мы добираем из этих БАДов то необходимое, что нужно для полноценного функционирования нашего организма. Но БАДы – это не панацея. БАДы, вы знаете как, да, вот, к примеру, опять-таки обратимся к таким странам, как Япония, Корея. Мы это много-много раз слышали, я думаю, многие люди, это, наверное, неспроста, да. Даже вот когда при приеме на работу учитывается тот факт, что принимаешь ли ты БАДы, потому что это действительно профилактика организма, потому что это БАДы имеют накопительный эффект. Когда человек принимает БАДы, соответственно, он здоров однозначно. Ну, конечно, нужно БАДы принимать тоже с умом, нужно знать, не какое пить, что время. попало, да? Разумеется, да, всему есть свое время, и надо исходить, опять-таки, из рекомендаций врачей. Вот. А вообще магазинами я стала заниматься в 2019 году, после пандемии. Вообще основатель – это мой сын Малашев Тариель. Он его организовал, эти магазины создал в далеком 2013 году, насколько, если я не ошибаюсь. Вот. И его вообще привлекало, знаете, лечение по сунне пророка, мир ему благословения Всевышнего, вот, потому что это неспроста история, скажем, это достаточно длинная, даже не то чтобы длинная, да, мы так считаем, мы мусульмане, альхамдулилля, и мы придерживаемся лечения по сунне, вот, и я думаю, что эффект отсюда достаточно большой, если человек, мусульманин, взял на себя такое обязательство лечить людей, ответственность, он должен поступать честно. Вот, и он не будет продавать какие-то запрещенные кустарного производства продукцию, не будет продавать. Поэтому, исходя из этого, надо полагать, что да, потому что этот рынок существует достаточно давно, да, и вот никаких нареканий, никаких проблем не существовало, потому что, опять-таки, повторюсь, вся продукция, она из натуральных ингредиентов. Ну вот, исходя из этого, я считаю, что можно доверять, нужно доверять. Ну вот ваш сын, получается, основал, да? Я думаю, что вот эта продукция в период пандемии, да, пользовалась спросом. Да, она пользовалась большим спросом и действительно очень хорошо помогала. Я не буду конкретно останавливаться на каких-то конкретных, в принципе, могу сказать, тот же Кыстальхинди, тот же черный тмин, они очень большое действие оказывают на организм человека, и в период
пандемии было много исследований, в том числе Как очень, помогал, да, да, системе очень организма известных справляться. институтов, скажем, мировых, и они пришли к выводу, что это имеет место быть, и оно помогает. И сейчас, допустим, ну, я думаю, что все-таки мы, наверное, были авангардом в этом тоже, да, что к нам приходят все за этими средствами, и врачи, и те же врачи, которые, допустим, ну, могли бы рекомендовать исключительно фармацевтику, да, они понимают, что наши натуральные добавки, они играют свою роль. То есть большая профилактика идет организму. Опять-таки скажу, это накопительный эффект, но он работает. То есть как бы это не такая пилюля, которая сейчас ты выпил, да, и она заработала, да? То есть это действительно нужно вот пропивать курсами, да? Желательно курсами, но это работает. Это работает. А вот сразу, скажите... примеров у нас очень много. Вот, когда мы помогали людям избежать операций каких-либо. Очень многие, вот есть такие клиентки у нас, которые годами не могли забеременеть. Они, да, сейчас у них уже дети есть. Ну, то есть на ваших глазах это все да, это все на наших глазах, да. Ну, это, знаете, это, можно сказать, словом чудо, но оно подкреплено именно действием вот этих БАДов. Вот это работает. Это, вы знаете, вот в наше время, допустим, почему это стало очень актуальным? Немножко вот скажу, да, вот такой момент. Ну, раз мы говорим о здоровье человека, это тоже очень важно. Очень многие страдают, даже молодые люди, они страдают половой слабостью. Вот есть такой момент, да. Приходит парень, красивый, высокий, молодой, и, казалось бы, внешне у него все в порядке. Проблем нет. Есть такая большая проблема, как ранняя половая слабость. И вот на этот момент у нас тоже есть много всевозможных препаратов, которые помогают с этим бороться. Но опять-таки здесь нужно все вкупе. Нужна физическая активность. Я вот, допустим, всем молодым бы ребятам, и девушкам, и парням прям советовала бы заниматься спортом. Хотя бы ходить, потому что это кровообращение. Когда идет застой крови, застой в целом в системе, начинаются проблемы со здоровьем. Вот. Мы приходим на помощь, но опять-таки нужно как-то стараться. Это работать должно быть не просто вот ты выпил пилюлю, да, БАД, да, и думаешь, что все и это... думать, да, и думать, что все это пройдет. Все помогает, конечно. Есть у нас препараты, кстати, очень многие этим пользуются, приходят. Есть, я не знаю, стоит об этом говорить. Говорите. Допустим, у многих есть такая проблема, которая действует и на вообще в целом на супружескую жизнь. Как быстрое семяизвержение, раннее семяизвержение, так называемое. Для этого тоже существуют определенные БАДы, которые помогают с этим справиться. Вот. Ну и, естественно, жизнь налаживается, скажем так. Расскажите, вот действительно БАДов множество, да, различных. То есть вот многие залетели, как говорится, на этот рынок, да, различных и фирм, различного производства и так далее, и так далее. Вот и врач, выписывающий, да, вот говорит, вам нужна вот эта биологическая добавка, да. Вот скажите, пожалуйста, вот те вещи, которые сейчас пользуются очень большим спросом, да, и вот действительно, вот чем мы болеем чаще? Вот расскажите. Вот по вашему мониторингу, да, вот что чаще берут люди? Ну вот знаете, вот я сейчас скажу, что, ну, это всем известно, что происходит у нас в Кыргызстане, да, допустим, не будем далеко ходить, везде у всех стрессы, все нервные, все постоянно на взводе. И у нас вот один из топовых продуктов – это магний. Магний, который влияет на сон, который влияет на спокойствие. Ну, у него очень много, конечно, очень много полезных функций, так скажем, вот, вернее, полезных свойств. Магний работает
с головы до ног, можно сказать. Он успокаивает наши нервы, у кого какие-то проблемы с мышцами, судороги, там, масса всего, он влияет на это. Цинк, есть витамины всевозможные для мужчин, для женщин, вот они актуальны. То есть, если вот так посмотреть, то, в принципе, все нужно человеку. Все, потому что, опять-таки, как я ранее сказала, мы не добираем из повседневной пищи то, что нам нужно. Да, микроэлементы, витамины, минералы. И в этот момент приходим на помощь мы. Сейчас достаточно много в городе разных магазинов витаминов. Они все работают, у каждого есть свои клиенты, у каждого. Вот, есть всевозможные производители, опять-таки, и американские, европейские, турецкие, их много. Ну, мы базируемся в основном на турецких. У нас вся продукция, опять повторюсь, халяль. Мы работаем только с такими поставщиками. Ну, кому доверяете, да? Да, кому мы доверяем, мы знаем. И именно продукция. Продукция, которая работает. Потому что я, допустим, сама, вся наша семья, мы пьем наши БАДы. Например, мое утро начинается с коллагена, потом я пью витамин D. Кстати, вот витамин D тоже основной продукт. Почему? Казалось бы, у нас очень много солнца, но мы же не выходим на улицу. Да. Практически, да, мы вышли из дома, сели в машину, сели в маршрутку, автобус, и мы поехали. Мы поехали, зашли опять в помещение, мы практически не видим солнца. Тут нам помогает как раз-таки витамин D. Что детям, что взрослым, просто необходим витамин D. Вот. Витамин D тоже у него очень много функций, и мы даже иногда не понимаем, откуда у нас проблемы. И в этот момент, допустим, когда человек к нам приходит, мы у него спрашиваем, какие у вас проблемы, были ли вы у врача, что он вам назначил. И, соответственно, после всего этого мы рекомендуем. Ну, есть люди, которые сами себе, допустим, мы же в аптеку тоже бывает приходим, у нас там голова болит, мы говорим, срочно, быстро мне нужно, да, я говорю, вот мне нужен, допустим, цитрамон, да, вот, и мы берем. И есть такие же у нас клиенты, которые очень четко знают, что ему нужно на данный момент. Он приходит и берет этот продукт. Ну да, в связи с последними событиями, экология, тот же воздух и еда, такие составляющие факторы, да, где ты действительно не добираешь то, что тебе нужно, и уже, чтобы потом не лечить действительно различными лекарствами, да, не обращаться в фармацевтики. Конечно. Я думаю, что вот такими добавками, да, ну, можно будет поправить, выправить и не заболеть. Самое это главное. профилактика. Да. Это профилактика организма. Если человек не хочет болеть, и еще раз скажу о том, что нужно всегда держать свой кишечник в чистоте. Вообще в целом ЖКТ в чистоте. Нужно время от времени проводить какие-то чистки организма, скажем так, да? То есть с кишечником работать, да? Да, не с кишечником, желчный пузырь надо, давать время отдохнуть организму. И самое главное, не есть на ночь. Один из тоже критериев здоровья – не есть на ночь. Вот как с этим побороться? Ну, Мне кажется, это проблема всех. Вот, вы знаете, мне кажется, тут уже самодисциплина. Человек должен понимать, что ему важно на данный момент. Допустим, особенно люди, у которых, скажем, начинаются какие-то проблемы со здоровьем, здесь надо сделать фокус на этом. Фокус. Потому что дальше уже будет хуже. Поэтому заранее надо думать о том, чтобы быть здоровым на многие-многие годы вперед. А для этого что нужно? Нужна профилактика организма. С чем вы занимались раньше? Чем? Я знаю, что вы выросли на Иссыкуле. Да, я родилась и выросла в Пржевальске, потом мой город переименовали в Каракол. Закончила я школу там, поступила в университет, на исторический факультет КГНУ. И очень хорошо занималась. Вот, я была старостой. У нас тогда же комсомол был, у нас была партия. Я хотела, в школе я была зам по идеологии. Да, зам по идеологии я была. Потом уже, когда я поступила, я стала старостой. Я хотела тоже работать в комитете комсомола. Вот, и поэтому я
очень хорошо училась, старалась. Вот. Но вопреки всему, вообще, как ИСТФАК, это был кузница кадров для Белого дома. У меня папа занимал всегда, ну, у него была... Вообще он был с 25 лет уже руководителем. Да, он закончил политехнический институт, и потом пришел на завод инженером, потом главным инженером, директором, ну и так далее. У него, он был всю жизнь руководителем. То есть вы видели пример, да? Да, я видела пример, я папе помогала писать доклады, я их правила, корректировала, вот, и как бы на этом выросла и поступила на ИСТФАК тоже с тем намерением, чтобы, ну, как бы, мне тоже хотелось быть руководителем, мне тоже хотелось быть в высших эшелонах власти, так скажем, да. Ну, вот такие у меня амбиции были. Но застала перестройка нас, вот, и уже, соответственно, ну как, да, вообще мне родители изначально сказали, после того, как я закончила вуз, они мне сказали: оставайся, дальше учись, значит, в аспирантуру иди и так далее. А тут смотришь, ну, со всех сторон как бы уже на тебя давит рыночная экономика, все пустились вот в эту дикую, тогда как дикий рынок был. Ну, соответственно, я тоже так подумала. Я вообще, конечно, сама с первого курса, ну, я ни в чем не нуждалась, но у меня была такая тяга, наверное, к предпринимательству. Я уже на первом курсе я ездила, скажем, вот Челдовар, вставала в 5 утра, ехала туда, на, так скажем, блошиные рынки назывались, я закупалась там, привозила в университет, ну и занималась на тот момент, это было, ну, не то что торговым, фарцовка называли. Я занималась фарцовкой и зарабатывала хорошие деньги, при том, что я была и староста, и училась. Успевали везде, да, я успевала. Ну, и мне нравилось двигаться. Вот. Ну и, соответственно, движение, жизнь. Да, после того, как мы закончили университет, ну, мы тоже с мужем начали заниматься уже коммерцией. Ездили в Москву, сидели на Дурдое. Вот. Хотя родители мои были против, мама у меня тоже работала в институте, папа, ну, соответственно, они хотели меня видеть немножко в другой ипостаси, но так получилось, что я выбрала именно вот этот путь, и всю жизнь этим и занимаюсь. Вот. А то, что, допустим, в Каусар я пришла во время пандемии, до этого у меня был перерыв, где-то 4 года я ничем не занималась, отдыхала немножко, потому что у нас бизнес и в Москве был, и ну, там у нас немножко проблемы были, я приехала, хотела отдохнуть. У нас была Кумыса-лечебница, которую все знали, и по сей день нам звонят, хотя мы закрылись, ну, то есть с намерением вновь открыться, конечно. Вот. Закрылись мы в 2017 году, да, вот. И оттуда, наверное, пошло. Понимаете, вот оттуда, потому что мы занимались именно оздоровлением людей. Папа у меня трудоголик, до сих пор вот ваше, как правильно, информационное агентство, оно тоже освещало. Мы маму потеряли, уже вот 8 месяцев будет. И папа писали об этом, что просто у него вот такой посыл был. Они с мамой еще в свое время хотели организовать пансион для престарелых. Они хотели свое комьюнити. На Иссык-Куле? Да, на Иссык-Куле у папы есть дом на берегу и рядом в селе, на южном берегу Иссык-Куля. И они мечтали о том, что сделают вот такой пансион для престарелых, ну, где они будут общаться, жить по интересам. Потому что, вот, допустим, у нас в стране, в городе в целом, не только у нас, это вообще, ну, как бы вот в этом плане вот хромает, да, вот это вот, как сказать, вот это направление, оно хромает. То есть не каждый может себе позволить поехать на Иссык-Куле и отдохнуть, да? Нет, не только. В целом у нас для пожилых людей ничего нет практически. Ну, практически они ничего в доме, нет. Да. Каждый сидит у себя дома и как бы один, либо с женой. Ну, какие интересы? На базар сходил, мало кто на концерты ходит, театры ходит, ну и так далее. Да. Многим это недоступно, к примеру. И один из факторов, вот, что папа хотел это сделать, то, что
соответственно, и то, что люди на улицу не выходят. Он хотел, чтобы пожилые люди были на свежем воздухе. Они были на свежем воздухе, им было интересно, потому что у нас там фруктовые сады есть. И папа, ну, я говорю, это человек, который никогда не сидит сложа руки, он изобретает что-либо, там, допустим, сам изобрел шкафы для сушки тех же абрикосов, яблок. Зовут? Его зовут Исакунов, Чеңишбек Исакунович. Вот. И вот я немножко отхожу от темы. В этом году, после ухода мамы, он попросил нас с сыном, говорит, вы можете мне помочь, чтобы дом не пустовал, и на берегу дом, и в селе, они рядом, повторюсь. Он хотел пригласить людей, чтобы они там какое-то время отдыхали, общались. Ну, бесплатно, наверное, не получится. Ну, там мизерная такая, знаете, символическая была сумма 500 сомов в сутки. Да, мы предоставляли, мы купили все, вот мой брат купили, там, обновили все, там, постельное белье, вплоть там до штор, ну и так далее, да, подушки, все такое, чтобы было удобно, всем приятно. Вот, и приглашали, мы разместили это в соцсетях, мой сын, ну и это был, знаете, это был такой, я не знаю, резонанс, потому что звонили даже из дальнего зарубежья. И вот, насколько помню, из Америки звонили, из Новой Зеландии звонили, если я не путаю. Вот, и все благодарили, из Казахстана, да, из России, да, вот люди, как так, да, такое возможно. Ну, это факт. И там люди уже приехали, отдохнули, там, допустим, был 7 человек приехали в начале, потом, по-моему, еще 5 человек приехали, и все вот за 60 плюс. И всем было очень приятно. До сих пор звонят, папа готовится, и он уже и в Министерстве соцзащиты, соцразвития, да, был. Ну, конечно, я не знаю, окажут ли ему в этом помощь, но во всяком случае, да, они говорят, пожалуйста, ну, мы ему... Инициативу они оценили, да? Ну, инициативу, я думаю, что да. Ну, в общем, вот так, пока своими силами мы помогаем. И вот, ну, зимой, конечно, сейчас, я не знаю, там немножко условия не позволяют, потому что это летний дом был, и который вот, и первый, и второй, они как бы больше летние дома были. Ну, где-то теплые полы есть. Вот, и мы думаем, дальше, если, ну, папа захочет, мы ему помогаем, конечно. Ищем, как это возможно сделать, чтобы больше людей и зимой, и летом находились, потому что, повторюсь, это свежий воздух, чистый воздух, это занятость какая-то, да, потому что сейчас он производит яблочные чипсы. Да, он яблочные чипсы, кстати, они очень хорошо идут, он опять, и он получил даже сертификаты соответствия, и он получил штрих-коды к ним. Ну, вот так вот. И у нас, видите, у нас все перемежается. То есть тут как бы все мы в одном, да, вот наши БАДы, все связано со здоровьем, и пансион, как бы это все несет что-то хорошее, да, свою миссию, да, мы стараемся. Мы, конечно, не говорим, вот наши магазины, ну, об этом как бы не говорят, да, одна рука не должна знать, что вторая рука дает. Мы помогаем, мы помогаем благотворительным фондам, мы помогаем в целом людям. Ну, иногда, я думаю, что стоит сказать, мы помогаем своим сотрудникам всегда во всем, да. Не оставляйте никого в беде. Нет, да? Мы стараемся, мы стараемся. Спасибо вам большое. Я думаю, Спасибо что как вам, раз-таки вы можете сказать свое слово. Что я могу сказать? Старайтесь в наше время быть более терпимыми. Надо сохранять спокойствие, надо заниматься здоровьем, надо быть физически активными, надо быть добрыми, потому что вот не зря сказано, доброта спасет мир. Она идет по цепочке. Надо быть просто добрее друг к другу, щедрее друг к другу. Вот, даже вот в словах. И тогда будете здоровы, я думаю. Спасибо вам большое. А вы, уважаемые дорогие подписчики, оставайтесь на нашем канале, потому что очень многое интересное вас ждет.